Ингушский советский прозаик, переводчик, литературный критик, журналист, участник Великой Отечественной войны. И речь идет об Багаудине Хусейновиче Зязикове. Вечер памяти ингушского прозаика прошел в 3-й школе Барсуки, которая носит его имя. Школьники подготовили театральные постановки по произведениям автора. О богатом творческом пути Зязикова рассказали и в экспозиции. На ней представили книги с произведениями автора, семейные фотографии, материалы с фронта. В годы войны Зязиков был военным корреспондентом. Эти материалы – подарок школе от родных автора. В числе почетных гостей на творческом вечере были и старейшины населения, те, кто знал его лично. В первых рядах и дочь Багаудина Хусейновича, Азалия Зязикова. Когда, во-первых, мы узнали, что школу назвали именем папы, для нашей семьи это был большой подарок. Значит, имя его живет, значит, дело его живет, потому что он очень большое внимание уделял образованию. Он был настолько рад успехам ингушского народа и старался все сделать для того, чтобы этот успех умножался, чтобы мы блистали на фоне всех. Багаудин Зязиков перевел на ингушский язык много произведений русской и советской литературы. Дубровский Пушкина, «После бала» и «Кавказский пленник» Толстого, «Смерть чиновника» Чехова, «Герой нашего времени» Лермонтова и многие другие. Он вел большую работу по сбору ингушского фольклора. Фронтовой опыт стал основой для его произведений, посвященных Великой Отечественной войне. Однако всерьез писательской деятельностью он занялся в 1956 году. Страницы его биографии школьники заучивают наизусть. Чадах кудах школа Зязиков Багаудинах цитала. Что рукшдук хихадуртун соляца дукхам. Но мероприятие июля чханч огоди хорса. Цигичдук дукхам омдер ахцин qol qolma цу темтлил бач белхага цин вахра дукхам хайртун.